Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Елена Фремина, добрый день. Какова текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе? Добрый день. На 14 января у нас зарегистрирован 141 новый случай новой коронавирусной инфекции. В том числе в Якутске это 60 случаев. И еще в 15 районах нашей республики наибольшее количество это в Мирнинском 19, Алданском, Нерюнгринском по 12, Мегино-Кангаласском 11 случаев и в Ленинском это 6 случаев. В остальных районах от 1 до 4 случаев. За сутки проведено свыше 2700 исследований на ковид. Всего с начала пандемии обработано 886 524 теста. Мы хотели бы сказать, что вчера был как раз прямой эфир, и мы обсуждали вопросы вакцинации. Надо отметить, что у нас сегодня на территории республики имеется 5000 доз новой коронавирусной, вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вакцинация идет в городе Якутске, в 8 районах нашей республики. И вот последняя партия, которая поступила буквально вчера, 2200 доз, также направлена еще в 5 районов нашей республики. Это Вилюйская группа и город Мирный. В начале следующей недели мы ожидаем дополнительно еще 22 тысячи доз, которые будут распределены по районам нашей республики. Мы сегодня уже ведем предварительную запись на вакцинацию. Открыта эта запись во всех медицинских организациях. Вакцинация будет проводиться только в медицинских организациях государственного статуса. И мы будем выезжать на предприятия, если будут организованные заявки свыше 1000 человек. Это все связано с тем, что новая вакцина имеет определенные сложности транспортировки и хранения. Она отличается от привычной, например, той же самой вакцины от гриппа, занимает наиболее дольший срок оформления, осмотра врачом, подготовки, проведения вакцинации. Хочу сказать людям, которые провакцинировались уже, чтобы всегда заполняли дневник самоконтроля, который размещается на сайте госуслуг. Там есть напоминание, каждый раз приходит СМС-оповещение о том, что нужно зайти и заполнить дневник самоконтроля. Это очень важно для динамического наблюдения. Хочу сказать, что уже привито на сегодняшний день 1800 человек, 324 человека получили уже полный курс, то есть закончили вакцинацию. Пока в Республике Саха-Якутия нет каких-либо случаев осложнений, каких-то побочных эффектов. Все, в принципе, хорошо вакцину переносят. Бывают небольшое недомогание, которое предусмотрено, в том числе по, инструкции к этой вакцине, небольшое, может быть, повышение температуры, ломота в теле, либо болезненное ощущение в месте укола. Прочих же осложнений не зафиксировано. Я призываю всех, все население прийти очень внимательно к вакцинации. Если есть желание записаться, медицинские организации будут приглашать вас на прием самостоятельно. Потому что есть определенные, еще раз повторю, сложности. Да, на одного пациента уходит где-то от 40 минут до часа. Поэтому, чтобы не было столпотворения, большого наплыва наших пациентов, еще раз акцентирую, что все-таки должно быть это по предварительной записи. А так всех поздравляю с прошедшими праздниками, желаю всем здоровья, благополучия, берегите себя. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом о текущей эпидобстановке в регионе. Далее эфир продолжим выпуском новостей. Коротко о главных темах. Якутская Гордума приняла отставку Сардана Авксентьевой с поста мэра столицы. Житель Якутска стал жертвой системы должников. Мужчине вменяли штраф более 1 000 000 рублей. С февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Документы о здоровье перейдут в электронный формат. Якутская Гордума провела сегодня внеочередную сессию о принятии отставки мэра Якутска Сардана Авксентьевой. Большинство голосов, это 17 депутатов, проголосовали за добровольное сложение полномочий. Против отставки высказались 6 человек. Между тем, согласно уставу городского округа, Дума после отставки тут же приняла решение и о назначении исполняющего обязанности главы. Им назначен первый зам Евгений Григорьев. Отмечается, что это временная мера до проведения всенародных выборов. Вопрос об
об их проведении будет решен в начале февраля на очередной сессии Гордумы. Также пока остается открытым вопрос, будут ли выборы проведены в досрочном порядке. По закону на это отводится 6 месяцев после принятия депутатами отставки действующего главы города. Основные вопросы, которые сегодня задавались, это, конечно же, депутатов волновали вопросы о дате назначения выборов. Также ряд депутатов подняли вопрос о нашем регламенте по порядку голосования. Но здесь у нас закон говорит о том, что мы должны принимать наши решения большинством голосов от присутствующих. То есть за принятие этого вопроса, вопрос, я как сказал, был у нас один, проголосовало 17 депутатов, один депутат у нас воздержался, и 6 депутатов у нас проголосовало против. К другим новостям. Информация о том, что с жителя города Якутска судебные приставы взыскивают задолженность другого гражданина, распространилась в социальных сетях. В сообщениях сказано, что у него точно такие же персональные данные. Мужчина рассказывает, что это третий случай. Первый раз был в 2017-м. Тогда сумма составляла более 1 миллиона рублей. После личного обращения вопрос вроде бы был решен. Далее, в том же году, ситуация повторилась. И вот в 2021-м столкнулся мужчина с этим снова. После распространения и публикации в соцсетях недовольства жителей Якутска судебные приставы пригласили его к себе и разъяснили, почему так вышло. Оказалось, из-за нехватки более подробных персональных данных он стал жертвой системы. И такие случаи встречаются нередко. Они просят в таком случае сразу же обращаться лично или через официальный сайт разобраться с ситуацией. Судприставы сделают необходимые операции. С 2022 года таких инцидентов станет меньше в связи с обновлением законодательных требований в отношении должников. Пока эти нововведения в связи с пандемией были заморожены и вступят в силу лишь со следующего года. Данная ситуация возникла из-за несовершенства, получается, действующего законодательства. И исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы федерального закона от 28 ноября 2018 года за номером 451 о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, где расширен перечень сведений, идентифицирующих должника. То есть там уже после 2022 года будет обязательно указание иных данных, то есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения и один из идентифицирующих признаков, то есть это паспортные данные, ИНН или СНИЛС. Это будет обязательно. Но в настоящее время действие данного закона, в части вот этих положений приостановлено до 1 января 2022 года. Сейсмологи накануне зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 в 51 километре от поселка Тикси Булунского района. Информацию подтвердили в якутском филиале исследовательского центра Единой геофизической службы РАН. Жители близлежащих населенных пунктов толчков не ощутили. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, жалоб от населения не поступало, разрушений и пострадавших нет. Аэрофлот с 13 января приостановил бронирование билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную Россию и перелеты внутри федерального округа. Сообщается, что причиной стало достижение выделенного лимита государственных субсидий на данные перевозки. Все подтвержденные, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января билеты будут оформлены по субсидируемому тарифу. Продажа льготных авиабилетов будет возобновлена при поступлении дополнительных средств на программу. Открытие автозимника «УМНАС» на участке Алекминск-Улаханан намечено на 15 января, сообщает пресс-служба Минтранса региона. В настоящее время пробивка автозимника закончена, ведутся работы по обустройству трассы. Открытие идет с опережением на 2 недели. В сравнении с 2019 годом работы организованы в 2 смены и велись практически круглосуточно. Благодаря этому автозимник на участке Алекминск-Улахан-Ан откроется 15 января, приводятся слова главы министерства Владимира Сивцева. Помимо этого, для перевозки пассажиров до закрытия аэропорта Алекминска на реконструкцию полярной авиалинии планируется выполнить 3 дополнительных рейса по маршруту Якутск-Алекминск-Якутск. 2 рейса намечены на 16 января, 1 на 19 января.
Жители Якутска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции со следующей недели. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова в ходе прямого эфира в соцсетях. Первую партию 3000 вакцин распределили в первую очередь в Якутске, поскольку наибольшая концентрация людей именно в столице. Поэтому поликлиники, получив препараты, вакцинировали всех медицинских и социальных работников. Новая партия 2000 доз, которая пришла с понедельника, будет дополнительно завезена по городским поликлиникам. Поэтому со следующей недели жители смогут записаться на вакцинацию, рассказала Елена Борисова. Сделать это необходимо заранее по телефону. Запись уже началась в Якутской городской больнице номер 3. Сообщается, что гражданам будут ставить вакцину «Спутник Ви». Новый британский штамм коронавируса является более заразным. Об этом также во время прямого эфира в соцсетях рассказала министр здравоохранения Якутии Елена Борисова. Она сообщила, на днях состоялось совещание Роспотребнадзора, в ходе которого подтвердили случаи фиксации нового британского коронавируса на территории страны. По информации ведомств, штамм действительно более заразный. Это мутация COVID-19. Любой вирус любит мутировать, приспосабливаться. Одной из отмечаемых разниц является наибольший процент заболеваемости, то есть распространение этого вируса. Если обычным коронавирусом один человек может заразить 3, то британский от 6 до 9 человек. Также Елена Борисова рассказала, что новые объекты здравоохранения начнут строить в 5 районах Якутии в 2021 году. По ее словам, в рамках программы модернизации планируется начало строительства больниц и поликлиник, в частности в Усть-Майском, Момском, Татинском, Чурапчинском и Вилюйском районах. Кроме того, около 80 мероприятий проведут в республике по линии Министерства здравоохранения. Напомню, 2021 в регионе объявлен годом здоровья. В связи с этим пройдут традиционные ярмарки, акции и большой съезд врачей. С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. При этом будет учитываться мнение самих пациентов. По их заявлению, историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе Министерства здравоохранения страны. В нем также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электронный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здравоохранения. Граждане также получат возможность предоставлять доступ к своим медицинским документам врачам из других медицинских организаций. Для компании «Алроса» разработают передовые образцы аккумуляторной спецтехники с нулевым выбросом углекислого газа. Тестирование отечественного оборудования марки «Арго» с экологической концепцией пройдет на рудниках в Якутии до 2025 года. Горно-шахтная техника на литий-ионных батареях – это уникальная разработка компании РМЗ «Горные машины». Соглашение о сотрудничестве РМЗ, «Алроса» и Министерства промышленности и торговли России было подписано в конце декабря прошлого года. В целом мощности завода позволяют производить до 50 единиц шахтной техники в год. В 2020-м выпущено 5 машин. В 2021-м компания получила заказ еще на 8. Также инновационная техника «Арго» поставляется в Латинскую Америку. Себестоимость аккумуляторных погрузчиков на 20% ниже по сравнению с импортными аналогами. С таким темпом техническое перевооружение горнодобывающей компании в мире не делает никто. Мы пионеры в этом. И сегодня речь идет о создании отечественного продукта для «Алросы». Наша компания планирует для «Алроса» спроектировать, разработать погрузочно-доставочные машины взамен тех импортных аналогов, которые они сейчас закупают. 2021 год в Хангаласском районе объявлен годом развития семейной экономики. Жители в течение года будут стимулировать заниматься личным подсобным хозяйством. Идея пришла из Чурапчинского района, где в прошлом году в период пандемии жителям предоставили земельные участки под картофель, оказывали помощь в закупке теплиц, рассады, поставляли животных и птиц для разведения. Данный пилотный проект высоко оценили на региональном уровне и рекомендовали к внедрению на других территориях Якутии. Сейчас разрабатывается план мероприятий в рамках года развития семейной экономики в Хангаласском районе. Поступили предложения по обеспечению семей саженцами плодово-ягодных культур, развитию семейных пасек и других проектов. Также в разработке находится эмблема года развития семейной экономики. Семейная экономика прозвучала. Целью данного мероприятия, естественно, будет являться увеличение крестьянско-фермерских хозяйств, плюс увеличение личного подсобного хозяйства в семьях.
Ну, самая главная цель, которую мы преследуем, это чтобы был достаток в каждой семье. Работа скульпторов из Намского района стала одной из лучших во всероссийском конкурсе ледовых фигур. Конкурс «Зимний вернисаж» проходил с 7 по 12 января в Перми. Темой стала ускользающая красота. Второе место среди 15 команд завоевали отец и сын Василий и Анатолий Аргуновы из села Мадут Намского района. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.